Бригадир экипажа Сергей Киселев разбивает на удачу бутылку шампанского о ковш экскаватора. Новый горный корабль принят на службу на угольный разрез Нюрингринский. ЭКГ-18 – современное изобретение уральских машиностроителей. Экскаватор успешно прошел тестовые испытания. Машину осветил местный батюшка. Теперь оборудование может приступать к непосредственной работе, а экипаж готов выполнять новые рекорды. Кондиционер, умывальник, микроволновая печь и холодильник. По словам машиниста, кабина экскаватора по комфорту ничем не уступает зарубежным аналогам. Это важно, ведь Сергей и его коллеги находятся здесь по 12 часов. Срастаешься с машиной, это как будто твои руки. Даже ты думаешь, так думает экскаватор. Ну, в смысле, он выполняет твои, так сказать, действия. 2 месяца и 5 дней. Нюрингринские шахтеры установили рекорд по сборке горной техники. Обычно на это требуется 90 дней. Экскаватору присвоили бортовой номер 14. Данная модель рассчитана для работы в сложных горногеологических и климатических условиях. Она оснащена системами диагностики и автоматической защиты механизмов. Это второй уже по счету в нашей компании, который работает на нашем месторождении. Они действительно показали себя прекрасно в наших суровых условиях, работают стабильно при низких температурах. Ровные горизонты на склонах холмов. Творение десятков тысяч людей за 40-летнюю историю разреза Нюрингринский. Первыми к поиску черного золота вступают буровые установки. В принципе, начинается процесс добывания угля именно с забуривания скважин, для того, чтобы потом взорвать, разрыхлить породу, и дальше экскаватор уже будет забирать. Рядом с буровиками всегда взрывники. И это дело доверяют только самым надежным людям. Люди уже закаленные, люди проверенные. Вот есть же пословица, что с этим человеком можно идти в разведку, а к нам больше пословица подходит: вот с этими людьми можно горы сворачивать. Вот раньше здесь гора была, а сейчас вот видите, уже горы нету. С этими людьми вот эту гору свернули. Прежде чем дойти до начинки, экскаваторами необходимо удалить горные породы. Процесс идет в круглосуточном режиме. В таком ритме работают и водители самосвалов. Но наше журналистское любопытство вносит небольшие коррективы в график Дмитрия Дмитриева. Конечно, в основном вот межсезонье, весна, осень, это распутится, ложится большая нагрузка и на нас, на водителей, и на обслуживающий персонал. Ну, в общем, все работают в таком более напряженном темпе. За все время существования на южно-якутском разрезе добыто больше 300 миллионов тонн угля. За этой большой цифрой стоит труд и Сергея Казакова. Опытный машинист работает на Нюрингринском предприятии почти с самого начала. А если угля не будет и города, считай, не будет-то. Мы только и живет-то город-то практически за разрез Нюрингринский. Я нигде не работал, я только здесь начинал. Моя жизнь вся прошла с разрезом. Трудовая здесь началась с этого разреза. И закончится, я думаю, здесь. Глубина залегания пласта достигает здесь 315 метров. Чтобы дойти до угольного дна, работникам в прямом смысле приходится сворачивать горы. На разрезе Нюрингринские добывают уголь ценной марки К9. Высококачественное сырье находит своего покупателя не только на внутреннем рынке. Коксующий уголь экспортируют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С этой точки мы как раз можем наблюдать то, ради чего здесь работают люди. Именно так добывают черное золото Южной Якутии. За прошлый год компания существенно увеличила производительность по добыче угля. На рост показателей в 2017-м должно повлиять масштабное техническое перевооружение. В 2016 году мы перевыполнили, в общем-то, все наши показатели, подошли к объему 10 миллионов по всем нашим 3 предприятиям. Помимо потребностей внутри страны, мы, конечно, в первую очередь ориентированы на страны АТР. Почему? Потому что 80% металлургического сырья, соответственно, вернее, металлургической продукции, соответственно, сырья потребляют такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея. Станция угольная – это конечный этап процесса добычи главной валюты Южной Якутии. Перед отправкой каждый вагон взвешивают. С помощью специальной установки уголь уплотняют. Для экономии времени внедрена собственная автоматизированная программа по оформлению документов. Мы находимся на пункте погрузки готовой продукции. Сейчас непосредственно происходит погрузка концентрата, отправляется по пункту назначения. Ежедневно вагоны с каменным углем отправляются в северо-восточные и сибирские регионы страны. Самые дальние точки – морские порты Ванино и Пассиет, откуда черное золото Якутии доставляют потребителям азиатских стран.
Айна Винокурова, Максим Бурцев, Вести, Нюрнгринский район.